Давным-давно, в начале своей жизни в Америке, так сложилось, что мне с детьми пришлось жить в шелтере. В общем, познала все прелести американской жизни и не только. Это своего рода такое было общежитие для женщин, у которых были трудные жизненные обстоятельства. И мы там были все очень разные, говорящие и не говорящие на английском. Были женщины самых разных рас, с разными образованиями и так далее. Впрочем, я уже об этом говорила на своем YouTube-канале, но решила повториться. Всем здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Жаптапор лиже погалам елташлактен дандене Эльвира Америкагач. Так вот, как-то мне с детьми нужно было выехать за пределы этого шелтера. По-моему, нужно было выехать на встречу с доктором. Здесь в Америке все водят личные автомашины, или, скажем, в основном, потому что личный автотранспорт в Америке очень важен. Есть, конечно, общественный транспорт, но он более популярен только в больших городах. В Таллахасси, во Флориде, общественный транспорт тоже есть, но на нем тогда для нас не было возможности доехать туда, куда нам было нужно. И тогда я позвонила, в общем, к женщине, которую я знала, и попросила помощи у нее. Лично мне не пришлось с ней поговорить, но я оставила звуковое сообщение на автоответчике. Прождав несколько дней, я никакого ответа не получила, и время нас уже поджимало, и я уже не помню как, но мы смогли все-таки попасть к этому доктору. Спасибо, как говорится, Всевышнему, он нам кого-то послал. Благодаря кому мы смогли сделать свое дело, я просто сейчас не помню. Тогда я сильно ощутила проблему с автотранспортом, поняла, как вождение в Америке важно и, конечно же, личный автотранспорт. Прошло некоторое время, наверное, 3 года, может, чуток больше. Я уже работала в одной из администраций штата Флорида, и мы уже жили в хорошем районе города Таллахасси. Работа и дом находились близко друг к другу, и мне приходилось доезжать после работы до дома за каких-то там 5-7, иногда 10 минут. Так вот, во Флориде летом очень жарко, и не только жарко, но и очень душно, с высокой влажностью. И в такую погоду особо не выйдешь на улицу и не погуляешь. А если приходится ходить, то, поверьте, это очень тяжело. Еду я как-то домой, и так получалось, что несколько дней подряд мне приходилось по дороге в одно и то же время останавливаться перед автобусом, откуда выходили люди. Выходящих людей из автобуса не было уж так много, иногда было несколько людей, а так вообще всего одна и та же женщина выходила на этой остановке. А в один день я эту женщину увидела идущей уже по улице, по которой я ехала к своему дому. И примерно, может быть, на 3-й день я снова обратила внимание на эту женщину и поняла, что она где-то рядышком живет. И она была уже примерно за лет так 60, и идти в такую жаркую погоду с высокой влажностью очень тяжело, что я, в общем, остановила свою машину, приоткрыла окно машины и предложила ей сесть в машину. Она любезно согласилась и села в мою машину. Разговаривая с ней, я услышала такой же алабамовский акцент, это, конечно, шутка, и я поняла, что она, возможно, говорит по-русски. И я тогда ее спросила: говорите по-русски? И как только она начала говорить, меня, вы знаете, как будто током ударило. Я в этой женщине узнала ту самую, которую я знала и у которой я тогда просила помощь. Но она тогда даже мне не перезвонила.
Ну, а теперь вот я на машине, и Всевышний дал мне возможность помочь ей. Получилось так, что я ее потом несколько раз подряд домой довозила, и в один день она сама вспомнила о том случае и попыталась объяснить, почему она тогда не перезвонила мне. Но теперь это было совсем не важно. Так вот, жизнь распорядилась по-своему. А следующий случай, я в начале своей ютубовской карьеры, это было еще в декабре 2020 года, попросила администратора одной многочисленной марийской группы, сама я национальности Марий, из республики Мариэл, разместить мое видео, так сказать, распространить мое видео у них в группе, то есть распространить через их группу в интернете. Конечно, тогда моих подписчиков было раз-два и общался, но на мою просьбу администратор этой группы не то чтобы откликнулся помощью, но они заблокировали меня. До того, как они меня заблокировали, я обратила внимание на то, что они очень верны нашей вере языческой и ходят молиться в священные рощи, обратив свои руки, знаете, просьбы к небу. Я видела фотографию и видео на их странице, но вот тогда я снова ощутила себя, знаете, ненужной для своих, как тогда-то 20 с лишним лет тому назад. Об этом я уже говорила в своем видео, почему я уехала из Мариэл, и вот ссылка на это видео, и также я размещу это видео в разделе комментарии. Ну, тогда, уже привыкшая к такому обращению со стороны некоторых народов Марии, и не только, не стала расстраиваться, а продолжала работать, причем с улыбкой, и прошло не так уж долгое время, как начались, знаете, события, потрясшие весь мир. Мир начал разделяться еще больше на своих и на чужих, и люди по-разному начали воспринимать происходящее. И некоторые начали уезжать из республики Мариэл, чтобы не быть причастным ко всем этим событиям. И как примерно уже в начале 2023 года администратор этой группы вспомнил обо мне, но вспомнил уже, может быть, не в начале, может быть, в середине 2023 года, вспомнил уже, переехав жить в Америку. Жизнь снова так распорядилась. Тогда я, конечно, напомнила этому человеку о прошедшем случае. В общем, я еще раз поняла, что некоторым нашим красивым людям далеко до уродливых американцев, про которых я также говорила в одном из своих видео, и ссылку которого я также размещу в разделе комментариев. Вот, казалось бы, неважно, какой религии мы все, у нас у всех Бог должен быть в сердце, в душе. Доброта должна быть в каждом из нас. И по просьбе просящего всегда нужно стараться помогать людям. Но про своих мы очень легко забываем и вспоминаем только тогда, когда эта помощь нужна нам самим. Я до сих пор думаю, какое доброе дело я смогу сделать этому милому нашему человеку Марии Айдемолан. Как и, впрочем, всем нашим, не разделяя там на горных или же луговых, на восточных, на уральских или же на башкирских Мариях, что очень часто я могу видеть и слышать разделение. Мулан танар чот шкинам ваш ойр калена. Ойртем уке мога ме Мари улана, да кушта мейлена. Башкириште, але Марилаште, Москоште, але Уторьялаште, Венгриште, але Финляндиште, Италиште, але Америкаште, але икташ вес элаште. Если мы Марии, то мы все Марии, несмотря на все наши разности. Я давно уже перестала просить кого-либо разместить
мое видео в той или иной многочисленной группе. Если кто-то это делает, так делают это только по собственному желанию. И я, конечно, об этом не забуду, но меня еще один факт вот удивляет, как даже просмотрев видео, некоторые боятся тыкнуть пальцем на лайк, поставить лайк. Ну, если видео понравилось и вы посмотрели, ну, поставьте там лайкнуть или же дизлайк на ютубе, это тоже, в общем-то, считается. Не дай бог сделать что-то хорошее для Эльвиры, она же там может разбогатеть от лишнего лайка. У каждого человека, знаете, вот свое вот внутро, доброе оно или злое, видит Бог по его поступкам. Живя здесь, в Америке, я делаю возможное, чтобы рассказать о нас, о народе Марии, всему миру при каждой своей вот возможности, выпуская видео о наших талантливых людях Марии, живущих в Мариэл, распространяю нашу культуру при каждой своей возможности. А у наших некоторых людей Марии то ли от зависти, то ли от бескультурья, то ли еще по каким-то другим ментальным причинам, ну, очень тяжело шагать в ногу со временем. Мы прям живем где-то там, вот знаете, разделяя все на своих и на чужих, а нет чужих. Если мы родились на эту землю, мы все земляне, чуть разные, но человеческий наш облик мы должны сохранить и всегда должны помнить, что все меняется, и в конце туннеля все равно появится свет. Это мы должны помнить, чтобы потом нам не было стыдно за все содеянное, и чтобы потом было удобно прибрать обратно выкинутые лапти и снова их одеть при надобности. Вот уж очень часто мне родители об этом напоминали. Луктен кудалтама ядалетем, уэш пуртен чашет логалеш, калагдена пороли эля. Тогда глубину этих слов, этой пословицы, я мало понимала. Но сегодня я делюсь с вами, дорогие мои друзья, чтобы и вы об этом помнили, подумали об этом и, возможно, чуть изменились в добрую сторону. Это не только комплименты, знаете, от которых иногда очень жестко спать, а слова, идущие от сердца, ибо разницу я очень хорошо чувствую и отличаю. Ну или конструктивную критику, дающую возможность развиваться. Благодарю за просмотр. Не забудьте про лайк или же дизлайк, если видео вам понравилось. Ну, если не понравилось, ставьте дизлайки и подписывайтесь и на мой YouTube канал, если еще не подписаны, и распространите это видео, если вам не трудно. И как всегда, желаю здоровья, добра, мира и счастья. Ну и своим соотечественникам Марии, и не только уже живущим здесь, в Америке, хочу также напомнить, что деньги – это замечательно, но не всегда они решают проблему. Вспомните «Титаник». Your money can't save you any more than it could save me. Get back! С вами была Эльвира из Америки. Видео Мончмаландатау и Шанем. Видео Шуналта Штратен. Тидлан таланда келшенген лайкам шандашидамонды, але дизлайкман метам. Видеом Шарза YouTube каналышкем возалца, ке возалтан оголган. Тажалакам, пиалам да эркам таланем. Тенданнелин Эльвира Америка гыч.